В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. В Якутске завершился первый форум Ассоциации технических университетов России и Китая. Какие намечены пути сотрудничества и что это даст для развития экономики двух стран, мы поговорим сегодня с проректором СВФУ по естественному и техническому направлениям, доктору биологических наук Анатолием Николаевым. Анатолий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Расскажите, что из себя представляет Ассоциация технических университетов России и Китая? Ассоциация технических университетов России и Китая была создана 6 марта 2011 года. Это довольно-таки за 7 лет сделала очень хорошую репутацию. Да? И, конечно, сейчас это большая ассоциация по техническим направлениям, по взаимодействию наших университетов. Конечно, если взять АТУРК, туда войти довольно-таки сложно, и там находятся только элитные университеты России и Китая по техническим видам. И наш университет является членом этой ассоциации. Цели данной ассоциации такие, что взаимодействие именно по техническим направлениям, это то же самое образование, обменные по студентам, совместные научные исследования, участие во многих мероприятиях, платформах АТУРКа и так далее, и так далее. А сколько университетов с китайской и российской стороны входят в ассоциацию? И какие они возможности получают? Вначале было по 15 университетов в 2011 году, когда первое было создано. На данный момент где-то по 30 университетов туда вошли. Конечно, вводить туда довольно-таки сложно, потому что особенно с китайской стороны, наверное, да, потому что туда с китайской стороны можно войти, если университет находится в ведущих рейтингах 300 лучших университетов или топ-50 университетов по техническим наукам. И у них есть еще свой список университетов, 900 какой-то там, 40 какой-то там формата. Да? А у нас с российской стороны туда могут войти только федеральные университеты, национальные университеты и университеты 500. То есть не все университеты, если даже очень хотят, то туда войти не смогут. А какие возможности после вступления? Возможности этих элитных университетов такие, что взаимодействие, обмен студентами, совместные исследования, это дает очень много. Да. Сейчас в июле был саммит университетов АТУРКа, да, и там мы решили, что по сетевым программам и так далее, и по обменным программам тоже будем усиливать нашу работу. А в каком году СВФУ вступил в ассоциацию? И расскажите поподробнее о сотрудничестве этом. В ассоциацию университет вошел, когда проходил саммит в Циндао. Это было июнь 2013 года. И в течение 5 лет мы являемся членом такой большой ассоциации. И сейчас мы добились того, что мы стали площадкой по Арктике. Мы участвуем во многих мероприятиях, которые проводит АТУРК. Наши студенты тоже участвуют в обменных программах и так далее. Сейчас то, что Якутск стал площадкой АТУРК, дает нам очень большое такое право стать сведущим звеном в исследованиях, которые будут проводиться в Арктике. Лидеры наших стран, как вы всегда, все помните, да, что Си Цзиньпин и Владимир Владимирович Путин говорили, что арктические исследования, даже тот самый Северный морской путь, или сейчас китайская страна называет шелковый путь, Северный ледовый шелковый путь, да, и в этом направлении тоже будут работать. И перед ВЭФом, который проходил сегодня, да, в этом году, за неделю до этого, уже первое китайское судно уже прошло по этому пути. И исследования в области транспортной системы, да, в области строительства, в области охраны природы и так далее, которые актуальны для Арктики, как раз обсуждались именно в первом форуме по Арктике у нас. А насчет обмена студентов, скажите, из каких факультетов наши студенты из Китая, в какие направления приезжают учиться? Сейчас в рамках этого АТУРКа мы по 3 направлениям решили уже к 2020 году уже открыть программу по двойному дипломированию. Это по строительству, по транспортной части, да, и по экологии, по предоборудованию. Очень это довольно-таки сложная структура, да, поэтому мы хотим начать с магистерской программы. Как вы уже сказали, это первый форум Ассоциации технических университетов по арктическим исследованиям. Организатором стал Северо-Восточный университет. Какие цели преследует форум и какие проекты представили участники? Сейчас приехали эксперты по своим направлениям. Это ведущие ученые, которые работают по транспортной части, да, это по транспортному покрытию дорог, приехали эксперты по строительным конструкциям и так далее.
И, конечно, было очень вот такой подробный разговор. У нас даже на полчаса чуть-чуть мы сместили одно мероприятие, да, культурное мероприятие пришлось сместить, потому что вопросы обсуждались очень живо, очень актуально. И по охране природы тоже обсуждались очень живо. Да, сейчас по этим направлениям мы уже будем принимать резолюцию, да, которую вот к концу сентября уже доведем до конца, да, и будем в этой программе работать. А еще какие были подписаны соглашения, кроме резолюции? Кроме резолюции, сейчас уже приняли, ну вот насчет образовательной программы я сказал, насчет совместных проектов сейчас будем думать, да, потому что наш ректор Евгения Исаевна сказала, что вот будет реализован проект именно по этим направлениям. Харбинский политехнический университет, который глава вот, с китайской стороны, тоже сказали, они поддержат, но в будущем мы планируем совместно подавать проекты именно на государственные гранты, большие вот, исследовательские конкурсы и так далее, и так далее. Только в этом случае мы можем достичь больших вот таких успехов. А как будут вестись исследования в сотрудничестве? Сотрудничество. Вот зимой как раз я тоже приходил на актуальное интервью, давал интервью по созданию Центра по арктическим исследованиям, который мы создали в Харбинском политехническом университете совместное. Да? И сейчас мы уже обсудили с профессором Лейфанем, да, по каким направлениям. Это по загрязнению, да, по пыли, как раз актуально для города Якутска, да, потом по загрязнению водных объектов, ну вот такие есть, да, потом по автодорожной части приезжала директор как раз вот института по транспорта Харбинского политехнического, да, и они тоже очень разговаривали по дорожным покрытиям и так далее. Сейчас у нас в университете создается в рамках ТСР Кангаласы вот, большой полигон, где мы испытываем шины мирового класса, будут испытаны вот, да, дорожное покрытие и так далее. Ну, кстати, вчера буквально нам было очень радостно получить благодарственное письмо от ректора Джо Юна, это ректор Харбинского политехнического, да, с благодарностью за то, что об успешном проведении вот нашего мероприятия. Значит, по итогу сотрудничества Якутск станет лучше и краше, и чище? Конечно, мы надеемся вот на это, да, конечно. Если бы мы не хотели, не желали бы этого, да, то не стоило бы создавать вот такие платформы. Следующий тур будет через 2 года в Харбине, потом еще через 2 года вернется опять в Якутск, и мы будем обсуждать. А чем отличаются исследования у нас и в Китае? Ну, у них, во-первых, Арктики нет. Это естественно, да. А мы Китай, Россия самая большая страна, с которой граничит Китай, где имеет очень большие территории по Арктике. И поэтому арктические исследования сейчас самые актуальные. Там и ресурсы, и развитие должно быть проходить там, и Северный морской путь и так далее. Вот. А какие методики они применяют в исследовании? Ну, насчет методиков, это, конечно, я в широком плане не скажу, как эколог могу сказать, да, что по исследованию будет анализ проб там, и так далее, да, а по конструкциям, по транспорту наши исследователи работают не хуже, может быть, даже лучше, которые мы знаем специфику Арктики, специфику мерзлоты и так далее, да, и мы друг друга будем дополнять. Да, и поэтому надеемся, вот синергия вот таких больших проектов даст очень хороший результат. А насколько китайские ученые заинтересованы в исследованиях и почему? Они, конечно, заинтересованы. У них есть возможности, да, финансовые возможности, да, есть очень, ну, извиняюсь за это слово, крутые профессора, которые с мировым именем, да, но у них нету такой базы, которая есть у нас. У них есть лабораторные базы там и так далее, а у нас есть натурные исследования, природные полигоны, есть возможности выезда в Арктику непосредственно на нашей территории, да, это вот наше преимущество. А вот какая роль СВФУ в изучении Арктики? Арктику изучает множество институтов? Ну, Арктику изучает множество институтов, даже вот если посмотреть наши комплексные исследования, да, то арктическую зону изучал, главным исполнителем был Северо-Восточный федеральный университет, я как раз был руководителем вот этой комплексной программы. И по всем, по экологии, по транспорту, по экономике и так далее, то у нас есть очень хороший потенциал, очень хорошие данные, очень хорошие лаборатории. У нас есть Арктический инновационный центр, у нас есть лаборатории по определению материалов, холодостойких масел, потом мы очень широко изучаем биологический потенциал,
экологию вот, всех ландшафтов и так далее. Ну, у нас специалистов по различным направлениям хватает. У нас есть опыт, даже есть опыт наших МИПов постройки вот, легких, ну, хороших, умных домов именно в арктической зоне, поэтому наш опыт, наверное, их привлек тем, что Якутск стал центром вот этой площадки. А когда можно ждать первые результаты вот этого совместного исследования? Уже в следующем году мы хотим уже подать, потому что время не терпит. Уже сейчас уже кое-какие контакты есть. Сейчас в течение месяца или, может быть, даже 2 недель мы уже скорректируем наши планы и уже конкретно по 3 направлениям уже будем работать. Самое главное, вот ведущие ученые Китая, и не только Китая, а российских университетов сюда приехали, да, и вот это вот взаимодействие даст, надеюсь, очень хороший результат. Мы говорим о китайцах, да, но ведущие российские университеты тоже сюда приезжали. Это приезжали представители из Бауманки, представители из федеральных университетов, Дальневосточного федерального университета, Уральского федерального университета. Приезжали иркутские университеты, кстати, Иркутский автодорожный и Иркутский научно-исследовательский технический университет хотят войти, только подали заявку, да, и только, наверное, осенью только будет рассматриваться их попадание в эту ассоциацию. Любые исследования, как правило, они затратны. Кто финансирует? Ну, мы с руководителем с китайской стороны, господином Гу, тоже об этом разговаривали, и он тоже понимает, что финансов, ресурсов университетов не хватит. Поэтому мы хотим сейчас начать, а потом уже подавать на государственные гранты, государственную поддержку. Только в этом случае мы можем реализовать свои идеи, особенно для Арктики. А насколько рассчитаны эти проекты? По времени? Мы сейчас только начало, мы их не хотим заканчивать, да, надеюсь, это будет продолжаться на много-много лет. И надеемся, что именно те студенты, которые пойдут по обменной пути, да, продолжат вот это то, что мы сейчас начали. Спасибо большое. Мы желаем удачи в ваших исследованиях. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Всего доброго и до встречи в эфире.